Селям алейкум. Вітаю всіх, хто дивиться телеканал АТР, як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні, і в різних країнах світу, Європи тощо. І я радий, що сьогодні погодився поговорити зі мною. Людина, яку я абсолютно обґрунтовано поважаю, людина, аналітику якого я читаю. Людина, яка живе в Берліні, але походженням з Росії. Людина, яка є соціологом і взагалі, я не знаю, публіцистом тощо. Ігор Ейдман. Пане Ігоре, дякую за те, що знайшли час. Привіт. Привіт, Ігор. Ну, давай одразу з місця в кар'єр. Тут позавчора містер Шольц, точніше Хер Шольц, зустрівся з паном Зеленським. І як на це відреагувала німецька преса, що коментують? Вже там хтось бачив колону леопардів десь там біля Дрездену, але я нічому цьому не вірю, а вірю тобі. Тобто прокоментуй, будь ласка, що це означає, як це публічно висвітлювалося, і що сказав після вже зустрічі Шольц, і як ти бачиш роль Німеччини в подальшому в підтримці України, бо вона потрібна і якомога швидше? Ну, в целом, я как бы согласен с тем, что пишет немецкая пресса. В целом, очевидно совершенно, что Шольц, что называется, повернулся к Украине лицом, что помощь нарастает немецкая, в том числе военная, и леопарды, конечно, будут не последними, что получит Украина от Германии. И сейчас такая складывается обстановка в Европе, не в Германии, а в целом в Европе, что, по всей видимости, и дальнобойные ракеты, и самолеты будут тоже поставлены Украине, об этом говорят впрямую англичане и французы, и в Германии на эту тему идет дискуссия. Я думаю, что это дело времени. Значит, почему все это так тянется по шагам? Это, мне кажется, свойство, я опять-таки не оправдываю ни в коем случае как бы западных политиков, да, у них есть куча недостатков, но у них есть некие свои определенные социальные практики, да, выработанные на протяжении всей жизни, которые они, мне кажется, просто не в состоянии от них отказаться. Особенно это относится к континентальным политикам. Как мы видим, все-таки Борис Джонсон, он немножко другой, да, он все-таки такой поэт скорее, а не бизнесмен. Ну и Риши Сунак тоже такой, как бы, да, другого чуть темперамента, да. Да, оказался, хотя никто от него не ждал, что называется. Вот. Но вот континентальные политики, немецкие, французские, они такие все-таки политики буржуа, политики ментальные предприниматели. Да? Любой шаг они должны, особенно немцы, конечно, французы тоже, они должны просчитать последствия, быть уверенными в последствиях. Поэтому они всегда все делают степ-бай-степ. Никогда не бросаются с места в карьер, и это считается почти неприличным. Не только даже не иррациональным, а просто неприличным. Это как, не знаю, как-то вести себя, да, в таком хлестаковско-ноздревском стиле. В России считается, в принципе, почти норма, а здесь даже проявлять излишнюю самоуверенность и какой-то излишние порывы какие-то душевные, это считается уже неприлично. И поэтому они идут степ-бай-степ, просчитывают каждый шаг по шагам. То есть, смотри, они вначале там поставили сначала самые примитивные там вещи, да, это джавелины и стингеры. Смотрят, ну что, Россия, как она себя поведет? Да ничего, утерлась. Дальше, значит, артиллерию, так, классно, более сложную артиллерию, еще утерлись. Дальше танки, смотрят реакцию, ну что-то повоняли и заткнулись. Почему тогда не поставить самолеты, не поставить, значит, ракет? Конечно, это тоже будет, если война затянется не на годы, а на месяц. Значит, поэтому вот Шольц, он такой бухгалтер, да, он все взвешивает. Но пока Путин демонстрирует, что все его угрозы пустые,
ничего он так реально предпринять не может, завяз в этой войне, и они его так медленно душат. Я уже неоднократно об этом говорил. В экономической, кстати, сфере тоже степ-бай-степ по шагам душат. И результат уже налицо, что называется. В январе был рекордный за многие годы. С дефолта 98 года дефицит бюджета российского. Рекордный. Это следствие как повышения расходов в связи с войной, так и снижения довольно быстрого снижения доходов в связи с эмбарго на нефть европейским, в связи с развалом газового рынка в Европе, у России, а он ушел фактически от России. И сейчас, в феврале, будет еще нефтепродукт. Это новое, значит, сжатие, да, таких неласковых рук Запада на шее у Путина. Еще они потеряют, и как они будут из этой ситуации исходить? Но BBC посчитала, что у них еще есть там всякие запасы, да, из загашников они будут доставать, ну, на год, на два максимум, но я уверен совершенно, что это расчеты слишком осторожные, потому что расходы будут сейчас расти катастрофически в связи с попытками переломить ход войны, и доходы сокращаться тоже будут быстрее, чем предполагалось. Так что вот так вот постепенно клиента, значит, как говорят в определенных кругах, обезжиривают, и в какой-то момент, когда уже Путин уже будет, значит, совсем обезжиренный, у него уже не будет возможности наломать тех дров и совершить тех чудовищных для всего мира глупостей, в кавычках, да, фактически преступлений дополнительных, например, ядерное оружие использовать, к тому времени у него просто уже рычагов таких не будет. Он уже будет настолько обезжирен и изолирован, в том числе и внутри своего окружения, что как бы ручка кнопки не тянулась, она повиснет в воздухе просто и скорее найдет наручники, чем ядерную кнопку. Но вообще, знаешь, вот после, все, конечно, не кстати, и это никак не связано, но после землетрясения в Турции с таким количеством жертв от землетрясения, от природного катаклизма, да, вообще рассуждать вслух о ядерных ударах, это уже, ну, я не знаю, какой степени девиация, но они не откажутся от этих рассуждений, но мне кажется, реакция вот на массовое уничтожение людей сейчас, как бы, она, ну, это мое такое мнение, да, она будет еще жестче. И, во-первых, игнор в плане конкретики, а во-вторых, неприятие, отчуждение и так далее. Скажи мне, вот по поводу того, что Нидерланды наконец, открыли тайну Поли Шинелькиной, как я говорю, этой наивной девочки, которая живет в своих иллюзиях. И, значит, с комиссии следователей сказала, что невероятно, Игорь, мы не могли с тобой такое предположить, и я ночь не спал, и вообще, наверное, больше уже не усну, потому что это была величайшая ошибка. Мы с тобой не знали и не могли предположить, и, наконец, по косвенным сведениям, с доказательствами, с перехватами, голландцы выяснили, что, оказывается, приказы там на использование сбивающих самолеты зенитно-ракетных комплексов на территории других стран отдает не прапорщик Пупкин, а главнокомандующий фюрер Путин. Открытие фантастическое. А к чему это может привести? Ну, понимаешь, если бы это вот они сказали с самого начала, это было бы важно, да, в 2015, даже чуть позже. Но сейчас уже, как, это, как немцы говорят, дацу, да, то есть дополнение какое-то. И так у него такой список, да, у Путина, Ну, то есть что он клиент берет. уже как бы настолько сумасшедший уже, что в принципе. Да, ему он уже и так наработал себе на, там, не знаю, 9, как в Штатах бывает, да, 10 пожизненных заключений, но еще ему за обоим отпишут 11 пожизненное заключение. То есть, в принципе, он уже и так воспринимается в мире как преступник, в Европе, по крайней мере, точно. Никто не хочет с ним иметь дело категорически, и не будет иметь дело с ним. И, собственно, это уже ни к чему не приведет, это дополнение, да, это вишенка на торте, да, что он еще и Боинг сбил, что действительно был секрет Полишинеля. Я помню, что мы с тобой, по-моему, написали об этом сразу после того, как он Это сбил. было очевидно всем, включая, Очевидно, конечно. да, но все же пытались не злить Путина, голландцы ему там в Крыму Да. помогали что-то строить, мост, да, немцы помогали строить электростанции в Крыму, хотя там 20, по-моему, немецких граждан погибло в этом самолете. И все так мило-мило улыбались, бизнес as usual. Ну вот мы результаты видим. Всегда благодарю пани Меркель, госпожу Меркель, этого спонсора Путина и материального, и морального. История еще расставит ее по местам, я думаю. Вот. Но сейчас дело не в ней.
Допустим, вот чтобы обсудить такое, например, в России, в Русском Рейхе, который теперь уже Рейхом называют все, господи, закрылся еще один мой личный гештальт, но это не потому, что я такой умный, а потому что это было очевидно всегда. А, они же всегда держали, вот Кремль держал всегда две типа оппозиционных партий у них. Ну, там еще коммунисты, понятно, но это вообще как бы уже, это просто такая спившаяся Единая Россия такая, вот, и такая на пенсии. Вот. Всегда было две партии. ЛДПР, это значит ястребы, по-моему, многие в Индийском океане, и Яблоко. Участвуем в муниципальных выборах. Путин это не очень хорошо, но он должен быть мир и так далее. Вот. И тут, откуда ни возьмись, невероятные происходят события. Господин Алексей Венедиктов, руководитель оппозиционного радио, принадлежащего Путину, Газпрома, Эхо Москвы, теперь называется «Жидкий гвоздь». Уж замаскировались, так замаскировались. Вообще невозможно даже понять, кто это такие. Вот. И также редактор «Новой газеты». «Новая газета». Именно эти два СМИ. Там все очень прям видно. Другие никто так это не сделал, да. Подхватили некую публикацию, или там он интервью, наверное, еще дал Григория Алексеевича Явлинского, который откуда-то вот с полки его достали, отряхнули, принарядили. И он, значит, говорит: остановитесь! Знаешь, как вдовушка на похоронах мужа, которые там уже подрались, 3 баяна порвали, она такая: ах, увольте! Остановитесь, да, прекратите войну, прекратите драться, да, вы все виноваты, вы все, ну, такое вот, ну, ведет себя просто как персонажи из каких-то, ну, Салтыков-Щедринских, но не смешно на самом деле, потому что ставит фактически на одну доску жертв и так далее. То есть, это, грубо говоря, такой крик евреям и нацистам: остановитесь. Давайте-ка немедленно обе стороны остановитесь. Вы остановитесь убивать, а вы остановитесь гореть в печах, да, вот, но это сюр и идиотизм, но этого не может быть, потому что не может быть никогда. Явлинский показал себя как чистая просто марионетка Кремля, кем он, собственно, всегда и был, и всегда это говорил, к неудовольствию, конечно, всех, там, так сказать, рукопожопных и так далее. Вот, и ты это анализировал ситуацию. Что происходит? У меня есть своя версия, я у себя ее изложил, но я хочу твою версию, чтобы зрители услышали. Что же случилось? Почему же достали нам этого берлагу и запустили? Вот. Да, и в действительности это действительно, хотя как выглядит смешно, но отнюдь не шуточная история, да. Да. Моя версия такая, что и, в общем-то, она достаточно очевидна, потому что довольно много и косвенных, и даже прямых показателей за то, что именно так дело обстоит. В путинском окружении есть и среди путинских друзей за границей есть некое количество людей вменяемых, которые понимают, что Россия, Путин проигрывает эту войну, проигрывает противостояние с Западом, неизбежно совершенно проиграет, и окажется в полной заднице, и путинский режим просто падет, а что дальше будет совершенно непонятно. И они хотят спасти рядового, он же главнокомандующий, он же сумасшедший Путина. Мгм. То есть, каким образом можно спасти? И спасти единственным способом — заморозить этот конфликт, заморозить эту войну, заморозить агрессию на том, что уже как бы на достигнутых, на заоккупированных уже территориях. Чтобы, с одной стороны, Путин мог отчитаться перед быдлоплебством своим, что он как бы войну выиграл, что он захватил достаточно большие территории, пробил, значит, коридор в Крым, бла-бла-бла-бла-бла-бла, с одной стороны. А с другой стороны, чтобы его Запад экономически не размазал, а Украина не размазала в военном плане. Что к чему дело, в общем-то, идет с очевидностью. Значит, среди вот этой партии мира, в кавычках, и Эрдоган, который это проповедует, и Орбан, то есть пропутинские руководители за границей. Нет, ну у них Значит, свои интересы, ты про это писал, ну как бы мы их да, оставим. они хотят по своим причинам Да, спасти да. тоже рядового Путина, по разным причем причинам. Орбан просто чистый наемник путинский, а Эрдоган, у него хитрая игра, но это отдельная тема. Ну и Значит, имидж такой, да.
Да, внутри России или так, на периферии российской, это Абрамович, который всякие продолжает челночные поездки в разные страны и так далее, там мутит, и с теми же, из Турции мутит, и с Украины пытается мутить, вот этот месседж сбрасывает там украинскую элиту. Я думаю, что и денежки там тоже идут. И, естественно, да. Но проблема этого всей истории не только в том, что Украина это не пойдет, и Запад тоже не пойдет, а еще еще есть проблема. То есть, если бы они все-таки да, нужно дожать самого Путина, потому что он невменяем. И он не останавливаться не хочет. Он еще хочет оккупировать, пока, значит, пытаться всеми силами дальше реализовать свои, значит, авантюристические задачи. И поэтому, как бы, не находя ни там, ни здесь, не находя никакого понимания, эти все, значит, челночные переговорщики, они пока курят в углу. И тут, значит, опять-таки вот эта условная партия мира в российской элите, в российской истеблишменте, куда и олигархи, конечно, входят, которые, конечно, мечтали бы остановить эту войну, они достают Явлинского и говорят, давай-ка ты тоже с работы, вбрось-ка эту тему. Причем даже я думаю, что не на российскую общественность это рассчитано, а на Запад. Нет, нет, это только на Запад, конечно. На И западную, учитывая чтобы... ретрансляторов Нобелевского Да, лауреата и да, Венедиктова, который просто уже мелькает вот так, знаешь, туда-сюда, он просто да, как зигзагами между Москвой и да, столицами европейскими там, да. Мгм. да. И, значит, действительно, они возобрасывают эти мысли в Европу. Но мы как видим, как принимает Зеленского, совершенно очевидно, что это все артель напрасный труд. Что все-таки у европейцев и у Запада желание додавить Путина огромное и защитить, и помочь Украине победить. Но, и тут этот момент, во-первых. А во-вторых, Путин как бы не помогает вот этой партии мира. Потому что Эрдоган его все время поражал, максимум, на что он его смог поражать, он его поражал на псевдо-перемирие, которое не соблюдалось, на Рождество. А идея была прожать его на односрочное, одностороннее, значит, бессрочное перемирие, чтобы начать визжать, все эти явлинские, Эрдоганы, Орбаны сразу бы начали визжать диким голосом, что, значит, Россия остановила войну, почему же Украина не останавливается, как мы можем ей помогать дальше, бла-бла-бла, как можно танки ей посылать, если Россия уже как бы остановилась. И это было бы действительно очень неприятная история, но, к счастью, Путин нам эту историю нам не дает. Более хитрозадым людям, типа Абрамовича и Явлинского, эту историю реализовать не дает. Не, ну я думаю, что Юлецкому просто был приказ, на самом деле. Да, слушай, а что, Абрамович самостоятельная фигура, что ли? Ну, Нет, ты знаешь, у них там сейчас уже есть ощущение разлада и раздрая. Это, ну, как бы чувствуется. Есть реальный, это не шутки, да, как вот внутри знаешь, этой я у тебя путки. сейчас... Хорошо, я уточню этот вопрос. Извини, я Да, перебью тебя, как на да, американских классических шоу, да, поправив очки. Значит, да, минуточку. Значит, да, ты человек, который всегда говорил, вот выступал против теории заговора, никогда не говорил ни про развал, ни про Путин завтра умрет, ни про 8 сифилисов и 10 альцгеймеров и 40 видов раков последней стадии, ну, вот то, что все слушают, смотрят и так да. далее. Ну вот, этим ты никогда не спекулировал. Если ты говоришь вот об этом, а ты человек, ну, достаточно долго проживший в Русском Рейхе, вот, и, наверное, и про власть что-то знаешь, и так далее. Ну-ка, давай-ка с этого места поподробнее мы послушаем. Да, я с тобой совершенно согласен. До 24 февраля никакого признака раскола элиты не было. Значит, абсолютно. И все как... То есть, конечно, там внутри шли перманентные войны, да, но это нормально для такой... В России же эта система, российское государство, система банд, мафиозных организаций. И только один пахан. Все Ну, в эти мафии мафиозные всегда организации... кто-то хочет больше понравиться, а вот я больше Да, добычи, я более верный, я более да, кровавый, да, я более да. деятельный, я более там юркий какой-то по бизнесу, я решала там, ну, как бы вот так, да, все. Да, и они просто делят не какие-то виртуальные сферы, а реально бабло делят. Просто реальное бабло, реальные собственность, ресурсы захватывают друг у друга там яхты, рауты, заводы, что угодно, газеты, да, как у Маршака было. Мистер Твистер, бывший министр. Вот таких дохренища всех бывших министров, и не только. У каждого собственная банка. Но пахан, все, пахан, слово с пахана закон. Значит, все к пахану направешь, бегают, а пахан всем сестрам по серьгам раздает.
Значит, и Пахану это устраивало, потому что он как бы ему нравилось, что все грызутся вокруг, и все в нем заинтересованы. И банде его тоже нужен был какой-то разводящий. То есть разным этим бандам нужен был разводящий, потому что как они, если, значит, его не будет, начинается война всех против всех, все друг друга как пауки в банке сожрут. Должен быть Пахан. Вот. Но после 24 февраля не сразу, а когда ситуация стала ухудшаться, и ну, где-то к сентябрю, стало уже очевидно, что значит, многие в этой банде, что банда, вернее, не банда, а вот весь этот конгломерат мафиозных групп, да, он разделился на такие большие сегменты, да, которые находятся в сложных отношениях друг с другом. То есть, во-первых, существует сегмент людей, чиновников, да, которые по которым просто видно, как они бы мечтали, чтобы Путин куда-то сблызнул, и все бы вернулось до 24 февраля, чтобы не было значит, этих проблем, связанных с войной, чтобы они спокойно пилили бюджетики, значит, ездили на своих яхтах по Средиземному морю и там другим, значит, морям красивым, общались бы с красивыми девушками в своих особняках на Лазурке и в Лондоне и прочее, прочее. Чего они сейчас лишены в основном. Значит, к этой вот части относятся все олигархи, все. Значит, кроме дружков, самых близких дружков Путина, типа Ковальчука, Сечина, там, то есть большинство олигархов, вся ельцинская олигархия, и большинство чиновников. И самый парадоксальный, даже большинство, по всей видимости, и силовиков тоже. И существует совершенно ебаные отморозки, которые Тихо, тихо, пытаются... тихо, 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 тихо. У нас Да-да-да. Да, лицензированное да, телевидение. да, да. Нельзя. Значит, и существуют нехорошие люди, то есть все люди эти нехорошие, но эти совсем нехорошие на букву Е. Значит, отморозки, которые пытаются за счет этой войны или как-то понравиться Путину, сделать какую-то дополнительную карьеру, или перепилить собственность тех, кто бежал в свою пользу, или нажиться просто тупо на этой войне и как бы перейти в другую стадию, из таких мелких олигархов стать крупными, да, поделить, например, ну, там Сечить хочет захватить Лукойл, например, очевидно, да, обвинив его в том, что Лукойл недостаточно патриотичен. Значит, тут другие там олигархи, близкие к Путину, хотят Альфа-групп перепилить по той же причине. Значит, Пригожин тоже наступает на активы Усманова и так далее. То есть, но этих людей, которые вот в активной позиции стоят, не мечтают, что все закончится, пытаются переделить, их меньшинство. Они не определяют ситуацию в российской верхушке. И среди них можно назвать кого? Ну, конечно же, Пригожина можно назвать. Значит, можно назвать сошедшего с ума Медведева, Володина, Турчака. Это из крупных персонажей. Значит, и ближайших к Путину олигархов. Там, возможно, это Ковальчуки, Сечин. Значит, таким образом раскол есть. Но вот эти люди, да, которые готовы с Путиным, значит, до последнего оставаться и будут, как вот у Гитлера в бункере, у них же тоже были те, кто готов был до последнего с ним оставаться, конкретно Борман и Геббельс, и те, кто решили в последний момент все-таки как-то слинять и договориться с западными союзниками. Это Геринг и Гиммлер. Так вот, те, кто готовы с Путиным оставаться до конца, их меньшинство. Большая часть номенклатура правящая, как класс условно, да, или как социальная страта, она, конечно, мечтает вернуться к 24 к ситуации до 24 февраля, все отыграть назад. А совершенно очевидно, что без того, чтобы сдать Путина Западу, никто им вернуться в 23 февраля уже не даст. Поэтому я считаю, что вот этот условный заговор против Путина стал возможным. Стал да, не только возможным, но и даже вероятным. И чем хуже дальше будет обстоять дела у российских войск на фронте, и чем хуже будет обстоять дела в экономике, тем вероятность этого заговора будет увеличиваться. Но, понимаешь, трясущимися руками интеллигентного вора и такого латентного людоеда заговоры не совершаются. Это могут быть только люди, но такой, ну, условно говоря, Хрущев бы никогда это не сделал со Сталином, ну, с Берией точнее, да, если бы не был Жуков, да, который убивал людей миллионами там и так далее. То есть, в принципе, это кто? Это Суровикин, это Герасимов должен стать частью этого всего. Ну, по-серьезному так. Должны, конечно, им помочь силовики. Без Да. опоры хотя бы на часть силовиков, конечно, ничего не получится. Но я думаю, что, как я уже сказал, ну, конечно, Суровикин – это особый персонаж. Значит, но даже силовики на каком-то уровне, может быть, не на самом верхнем,
тоже рады были бы отмотать все, что называется, вернуть все взад. Это очевидно, потому что наши генералы, они те же генералы, если мы не возьмем, они же не хотят воевать. Ты знаешь, что вообще Какие еще генералы наши генералы? Ты говори, да не нет, заговаривайся. российские, Наши российские. Нет, генералы. ты знаешь такое известное выражение, Нет. значит, что генералы считают, что армия портит, что война портит армию, что Так нет, ну идеальная это, знаешь, армия, это мой любимый анекдот. Я как хорошо работать пожарным. Форма красивая, машина классная, да, красная. Говорит, ну как пожар, хоть увольняйся. Говорит, воевать-то мы не договаривались, тем более умирать-то. Мы тут договаривались жить на Канарах, как бы да. на дворцы договаривались с тобой как-то. Ну, Да, теперь. конечно, конечно. Силовики-то тоже так считают, и они, конечно, не едины, особенно ФСБ. Это вообще конгломерат, это банка с пауками. Там куча внутренних банд в этом ФСБ находится. Значит, ну, и в армии, я думаю, то та же ситуация. Значит, так что я думаю, что вполне вероятно, что часть силовиков тоже может примкнуть. Значит, они тоже действительно не подписывались умирать и не подписывались вместе с Путиным в рай отправляться. Так что все это вполне реально, с моей точки зрения. Стал сейчас. Так, смотри. Но мы не будем дальше в теории заговоров забегать, потому что нет достаточно фактов, на самом деле, для таких серьезных людей, как мы. Поэтому доложу тебе информацию как социологу уже теперь, значит, как социологу на удаленке, российскому социологу на удаленке, значит, ситуацию в массах. Значит, согласно данным, я прошу прощения, Левады-центр, просто вот, когда ты, как, знаешь, как Бич, бывший интеллигентный человек. Ну, типа, считалось, что Левада это такое социология честная. Не знаю, как сейчас. Там вообще даже если бы честная, она все равно была нечестная, потому что люди там, ну, понятно, да, все, как это происходит в тоталитарных обществах, да, в таких, в рейхах и так далее. 71% опрошенных в России верят в победу России. Россия всех победит, пиндосов, украинцев, НАТО, всех мы победим и все такое, да? Значит, тут же сразу информация, что, значит, в принципе, мобилизацией, но достаточно людей, которые идут убивать с удовольствием. Теща послала, шуба нужна, куплю жене сапоги, убью украинца, куплю жене сапоги, значит, а то и машину и так далее. То есть материальное стимулирование работает, деньги пока есть, это надо честно сказать. И границы открыты, что вообще невероятно. И война священная не объявлена с закрытыми границами. Там в 3 смены мы лепим там снаряды и так далее. Нет, по снарядам, кстати, на 1,5 года, по моим данным, заказ оплачен на военных заводах. Но это так, к сведению, может тебе пригодится для рассуждений каких-то. И тут вдруг информация опять такая, что у Пригожина закончились зэки. Зэки, кстати, по отзывам наших вот ребят с фронта, воюют, как это ни странно, неплохо. Потому что, ну а что им, как бы в верхний люк там немцы, в нижний люк там менты, как бы, ну, вот, как в анекдоте, да, ну, про Вовочку. Но не смешно, конечно, они террористы, но смысл в том, что они действительно воюют, как бы, ну, стараются воевать, чтобы освободиться, там кого-то даже Путин принял и так далее. И тут вдруг кто-то пишет, что у Пригожина зэки закончились. Я видел такую цитату, что Пригожин сказал, ну, уже типа, да, набор зэков прекращен. Это что это такое? Что, зэки, что ли, в России закончатся? А где ГУЛАГ ваш вот этот многомиллионный? А где вот это ваша стенгазета на пути к исправлению? Где вот это все? Красные комнаты, политинформации. Что произошло? Да, тут, конечно, ну, могут быть разные версии. Но первое, что напрашивается, как бы первое в голову, что напрашивается, ты в курсе, конечно, и зрители наши тоже в курсе, что в последнее время, практически всю войну, Пригожин конфликтовал с руководством Министерства обороны. И Да. даже в какой-то момент было ощущение у наблюдателей, что, значит, Кремль, Путин лично, да, Пригожина поддерживает, и вроде Пригожин как бы вместе с Кадыровым выжили Герасимова тогда, значит, вернее, не выжили Герасимова, а добились назначения Суровикина. И Значит, типа даже как бы, говорили, что Пригожин министром обороны может стать. Я думаю, да да, нет. да, Шойгу это да. вечное, это он даже мумией будет министр обороны, но даже такое слышал я, да.
Да, и такое говорили. В общем, все уже, и думаю, сам Пригожин решил, что он, значит, схватил, значит, Бога за одно место, и теперь у него все будет хай-класс. А потом бабах, что-то пошло не так. Назначили врага Пригожина Герасимова вместо Суровикина. И вообще, по всем слухам, которые циркулируют, значит, Пригожина начали сильно прессовать. Прессовать со стороны Министерства обороны. И, видимо, решили расказачить вообще, перестать, отнять у него фактически эту его армию, или, по крайней мере, демонополизировать этот рынок, чтобы было множество других ЧВК, и что Пригожин перестал быть владельцем контрольного пакета. Также у него совершенно не получилось наезда на Беглова. Он на Беглова, питерского губернатора, жесточайше наезжал Пригожин, но Путин явно взял сторону губернатора, он с ним там встречался и так далее. Так что я думаю, что Пригожин мог просто, что называется, сделать такой демарш. Ах, раз так, ну, значит, я не буду больше прогибаться перед вами и тут зэков этих набирать. Пошли вы нахрен. Я тогда буду, значит, что называется, обиделся я на вас. Злые вы все люди, нехорошие. Это один из вариантов. Другой вариант, что то, что их Пригожина вообще точно сильно потеснили и поприжали, это очевидно. Это вот если то, что вот он как бы сделал такой жест сознательно, перестал набирать зэков, это мое предположение. Но то, что его прижали, это очевидно. И, кстати, совершенно не случайно, потому что те люди, которые говорили о том, что его ждет какая-то блестящая карьера, они не понимают суть путинского режима. Все-таки путинский режим – это не только персональная диктатура, да, но это и правление номенклатуры. То есть кадровой бюрократии, кадровых силовиков, которые еще многие даже с советских времен встроились в эту номенклатурную систему, друг друга там тащат, друг друга опираются друг на друга, вместе там пилят бабки и Ну вот прочее. Шойгу, классический пример. Шойгу Да, был, он Ельцину наливал потомственный. еще. Еще Ельцину Да, наливал. Да. да, он и Ельцину наливал, естественно. Он потомственный номенклатурщик, понимаешь? Это не просто, не в первом поколении номенклатурщик. Так вот, значит, и эти все номенклатурщики, естественно, никакой Пригожин нафиг не нужен. Это человек посторонний. А когда в таких ситуациях, ну, это очевидно, что постороннему человеку не удается зацепиться во власти, его съедают. Его, конечно, должны были съесть, его, видимо, все-таки съедают сейчас. Поедают, и да, слава богу, не жалко. Пускай одна гадина съест или уничтожит другую гадину, как писал классик. Вот, значит, это раз. Второе, есть, конечно, и другие версии именно по поводу зэков. Там же вообще интересная история с ними. Уже сейчас, примерно в феврале-марте, мае, будет полгода, как основную массу этих зэков набрали на эту войну. Их типа должны освобождать и отправлять, резвиться и пастись на российские, значит, в российские города и на Нивы российские. Но, естественно, делать это никто не хочет и не будет, потому что я думаю, что, конечно, большинство, даже если большинство из них убили, все-таки несколько десятков тысяч головорезов, которые вкусили еще крови дополнительно в Украине, их никто, конечно, в России не ждет, их надо утилизировать. И в этой ситуации набирать других зэков новых, может быть, просто не рационально, технологически. Во-первых, когда они этих утилизируют, все зэки будут понимать, что никого не отпускают. И новые просто и не пойдут уже добровольно, по крайней мере, в эту армию. Поэтому здесь может быть просто такой форс-мажор, потому что они же не умеют смотреть надолго, строить какие-то длительные стратегические планы. Они чистые тактики. Вот Путин с Пригожиным решили летом, что надо срочно залатать дыры на фронте, давайте зэков возьмем. А Пригожин думает, ну как, что ему обещать? Ну год много, что полгода будет. А там видно будет. Там к тому времени или шаг сдохнет, или шаг сдохнет, или война закончится, или, значит, зэки вымрут и так далее. А сейчас вот ситуация, час X наступил. Я думаю, что Пригожин откровенно не знает, что ему делать с этими зэками. То есть их нужно просто гнать на украинские позиции, причем лучше вообще не вооруженными, чтобы Нет, они их но уничтожили точно. Игорь, таких и гонят. Их и Да, гонят. но это все равно, я говорю, еще остаются пока. Видимо, это еще интенсифицируется. И брать новых в этой ситуации, ну, представляешь, на зоне, да, ушли 300 человек на войну, и зэки знают, там же сарафанное радио Да, работает, они что знают, никто не да. вернулся. Ну, и после этого они, конечно, добровольно не пойдут. И этот фактор, видимо, тоже сыграл роль. Тем более была информация, что после Нового года не Пригожин, а его люди по лагерям ездили, что-то пытались кого-то набрать, но желающих было на порядок меньше, чем в прошлый раз. Ну, познакомились с украинским гостеприимством, называется. Ну да, Да. ну да. Ну, давай тогда, раз уж мы этого персонажа вспомнили, давай другого упомянем. Головорез, террорист Рамзан Кадыров
вдруг вспомнил про то, он сказал мы, воевали за свободу против России. Мы, Ичкерия, воевали за свободу против России. Вы, Запад, нам не помогли. Вот теперь получайте. Типа, а что, все по понятиям. Тогда же, действительно, Запад не помог Чеченской Республике Ичкерия. И теперь вот человек, который благодаря оккупантам стал там гауляйтером, но больше, чем гауляйтером, конечно. Он жирнее, Да. чем любой гауляйтер, хотя там рисуют, я не верю в эти мемы, где он там очень толстый совсем. Но все-таки он довольно упитанный, и политически упитанный такой, и деньгами там нормально все зашибись. Да, вдруг он вспоминает Ичкерию, что вообще было запрещено в Кадыровской Чечне, да, а тут он публично про это говорит. Это на что? Он на свое будущее намекает, может он хочет на каком-то этапе объявить о независимости, уже защищаться в своей там крепости от настоящих ичкерийских войск, которые там, хотят восстановить в составе ЗСУ воюют, ну и присоединятся, конечно, другие люди, захотят восстановить независимость Чеченской Республики, которую Путин уничтожил. Да, я думаю, что он вполне возможно думает о том, что делать, когда или если, он да, думает, если, а в действительности, когда Россия как государство потерпит крах вот в этой войне, и Путин, значит, и режим его падет, и что дальше делать? Один из вариантов: Кадыров может объявить себя, значит, борцом за национальную независимость и попытаться возглавить Чечню уже в качестве независимого как бы лидера. Но тут есть как бы два момента. Во-первых, он всю жизнь сидел на российских деньгах и российских штыках. Что он бы без этого делать, будет непонятно. Бесплатно за него воевать, кроме его ближайших абреков, никто не будет. Значит, это первое. А второе, вот здесь я, конечно, сам не эксперт, но в Берлине много, и в Германии вообще эмигрантов из Чечни. И они участвовали тоже с нашими ребятами в совместных Давай акциях. честно скажем, Много лет. беженцев, потому что там страшные репрессии, это беженцы, это не Да, ми- да, беженцев, правильно, конечно, сказать беженцев, Да. я просто говорю. Беженцев из Чечни. И они говорят, что они не верят, что Кадыров без Путина сможет как что-то вообще из себя представлять. Они абсолютно уверены, что большинство населения Чечни его и его людей ненавидит, что это диктатура, это кадыровская диктатура, это диктатура, да, организованного, хорошо вооруженного, значит, сильного, но меньшинства. Большинство населения его их всех ненавидит. И что как только они поймут, что за Кадыровым больше России не стоит, то начнется в Чечне восстание против То есть Кадырова. смотри, тут важный ключевой момент, опять как к социологу обращаюсь, то есть Мгм. ситуация обратная в целом России. То есть в целом Россия либо нейтрально, там, либо поддерживает Путина, а в Чечне наоборот. То есть Россия это скорее рейх, как бы где народ вот несет Гитлера на себе, да, и гордится успехами, дедами. А Чечня это именно концлагерь, который вот запрессованный, и на самом деле там все по-другому. То есть Кадырова там на самом деле не любят, не поддерживают. Ты знаешь, это сложно сказать, потому что и там действуют две вещи. Насилие мощнейшее и манипуляция. Причем в Чечне уровень насилия, конечно, еще выше Вот, я про существенно, это, чем я в вот этот нюанс хотел именно с тобой России. обговорить, да, то есть манипуляции-то и там, но уровень насилия совсем другой. Вот если бы говорить про ГУЛАГ, и это следующий мой вопрос, вот он создал там ГУЛАГ, реально. Вот про Чечню можно говорить диктатура, да, именно диктатура. То есть это не общепутинское правление, а именно вот диктатура, как еще умноженная там в 10, 100, ну мы знаем, что там происходит. Там просто, что хотят, то и делают, и количество беженцев об этом говорит, да. Из России процентное соотношение беженцев несопоставимо даже с этой волной там вот этих релокантов и так далее, и так далее. Плюс в России открыты границы, значит, плюс никакого реально ГУЛАга-то нет. То есть вот, нет ни сотен, ни даже десятков тысяч, даже нет 3000 политических заключенных в России. Не по данным никакой даже самой такой левацкой организации, нет 3000 политических заключенных. В Беларуси есть, кстати говоря. Вот Да. почему при отсутствии, нет, если что-то еще не успел сказать по Чечне, скажи и по Чечне, пожалуйста. Но почему при отсутствии массовых репрессий, при де-факто открытых границах, билет из твоего Нижнего Новгорода, где ты жил когда-то, 5000 рублей стоит до Казахстана и все такое прочее, да, и нет никакой стопроцентной мобилизации. Да и врача можно купить, и медкомиссию, коррупцию же тоже никто не отменял. То есть нет такого, что под ружьем встали, пошли там, как в Чечне, там, или где-то, да.
Почему столько людей добровольно идут убивать украинцев? Или так, скажем Смотри, так, полудобровольно? Ну вот повестка пришла, ну что мне делать? Ну пошел убивать. Да. да, смотри, ну, во-первых, как бы по поводу того сопротивления. Да, сопротивление, конечно, есть. Значит, от миллиона до 2 миллионов уехало, сбежало из России после начала войны, 24 февраля. Говорят, что в Значит, это целом на 400-800 тысяч я слышал цифру. Ну давай 600 возьмем тысяч. не-не, больше, больше. Я сейчас в детали не, ну, вдаваться Ну не в буду, процентном но точно не отношении это меньше миллиона. несопоставимо с Две Чечней. волны. Смотри, это довольно большой процент, это где-то 1% от взрослого населения. Значит, и, кстати, если будет новая волна мобилизации, убежит не меньше, если не больше. Это первое. Причем бегут люди, я здесь тоже встречаю очень много людей, очень много разных. Из Москвы, из Питера, нет, даже не слишком политически ангажированные люди, просто они, но они абсолютно антивоенно настроены. Встречаешь, ну, разных людей, там, не знаю, сына Маргариты Тереховой, вот я случайно встретил, который сбежал из России, А это да, кто такая, напомни Александр. мне? Что-то подозрительное. Маргарита Терехова, известная актриса советская. Актриса. Да, Вот это вот Тарковского. Ланфрен Ланфра, вот это, да, вот Нет, а, я ее знаю. А, да, кстати, тоже, да, она играла это мадам. «Три Да, мушкетера». Во да, Львове, кстати, снимали, да. да. Я ее больше помню по фильмам Тарковского. Она во многих фильмах, в том числе в «Зеркале», Тарковского играла. Да-да, Хорошая, играла, кстати, играла. актриса. Да, она тяжело больна. Но вот, то есть я встречаю разных совершенно людей из разных совершенно социальных групп, из элиты, из совершенно более низких социального групп, статуса групп и так далее. Так что ехало много, много людей, достаточно. Это первое. Второе. Репрессии массовые есть. Репрессии массовые Где? есть. Но я сейчас тебе поясню. Значит, есть такой момент. Чем они похожи на брежневские репрессии, но отличаются от сталинских. То есть людей не стараются как можно больше посадить или там расстрелять. Если человек готов убежать из страны, уйти, то ему позволяют это делать. И большинство моих знакомых, правозащитников, журналистов, значит, каких-то общественных деятелей, активистов, неважно, ученых, историков, например, мемориальских, они уехали просто. Уехали. Если бы они не уехали, их посадили. Некоторые отказались уезжать, хотя их предупреждали. Но Я там вообще-то, знаю, что такое... Игорь, странно, да? У нас такие репрессии массовые, но если хотите, уезжайте. Это как вот я говорил это еще, сейчас уже бесполезно что-то говорить, потому что сами все решают, пофигу абсолютно. Я говорил, уезжайте, закончится все очень плохо. Но на самом деле плохо закончилось для Украины, а в России границы по-прежнему открыты. И ты говоришь, это что? Ну, это нельзя назвать массовыми репрессиями, разрешение на выезд. Но это не называется массовыми репрессиями. Нет, понимаешь, это массовые репрессии против тех, кто остается, тоже происходит. Просто, как я хочу сказать, репрессии массовые, но они носят не такой, скажем так, зверский характер, как они были при Сталине. Я считаю, что и при Брежневе были массовые репрессии, хотя при Брежневе сидело за политику людей меньше, чем сейчас Ну, сидит в понятно, одной это просто России. давай слово репрессии, Да. давай скажем Да. запреты, массовые запреты, Нет, это массовые репрессии. Нет, запреты, наказания, ограничения, но это не репрессии. нет, смотри, я же не говорю массовый террор. Вот массовый террор это немножко другое. Массовый террор это, например, красный террор или террор, большой террор 1937 года. Ну или, Вот массового или террора террор нет. в Чечне, тогда вот обретем, Или ведем террор в такое, да. Чечне, или террор в Чечне, причем не сейчас. Сейчас там не пик. То есть там Ну, бывает конечно, там моменты. миллион уехал людей, ну не миллион, но Да. сотни тысяч уехали. Да. Ну там не миллион, конечно, уехало, там ченцев столько нет. То есть их больше, конечно, миллиона, Ну, но не сотни тысяч, намного. да. Да. Да, довольно много уехало, да. Но там многие люди просто еще и уехали с дудаевских времен, они были связаны, они воевали, и они понимали, что их потом могут за это репрессировать. То есть это большинство, кстати, уехало из тех, кто воевали с россиянами еще тогда. Вот, да. Ну, так что репрессии есть, конечно, и попробуй, выйди просто элементарно с плакатом «Миру мир» на улицу. И тебя, естественно, наваляют пиздец, посадят, значит, Так, я опять да, замечание, ты второе ставь мне замечание галочки, да. сделаю.
30 суток или сколько там, 15 суток, неважно. А потом, если ты 2 раза выйдешь, тебя просто посадят. Есть такой депутат Алексей Горинов, муниципальный депутат московский. Ну, и он у меня во френдах в Фейсбуке. Значит, немолодой же человек вышел, значит, в своем муниципалитете на заседании, сказал: слушайте, давайте мы отменим нафиг все эти наши праздники, потому что в Украине убивают людей мирных и так далее. 7 лет, как с куста. Ну что это, не репрессии, репрессии. Но Значит, тогда, так тогда ты не что можешь применить к этому слово массовые. Массовые 7 лет не дают. массовые репрессии разного рода. Понимаешь, они некоторые, да, некоторые тяжелые репрессии, некоторые более легкие. Но это репрессии. Но Когда, когда, скажем понимаешь, так, это когда крымским татарам в Крыму выписывали с 2014 года не меньше 17 лет, а считалось маленьким сроком 13, да, ну вот сравни. И да, это был 14 год, конечно, 15 это не сейчас. Да. конечно, уровень в России очень неравномерен, вообще уровень репрессий, да, если наиболее как бы тихое место Москва, а чем в разных регионах все совершенно по-разному, плюс на оккупированных территориях, то есть в Крыму и на оккупированных территориях других Украины, да, Ну, так вот, показательные, показательные да, репрессии понятно, и понятно. вообще беззаконное беззаконие, полное беззаконие. Я знаю людей, которые разыскивают своих родственников, которые пропали в Донбассе во времена еще 2015-2016 годы, и у них никаких сведений о них нет. Какие-то долетают слухи о том, что видели в каком-то подвале или там в этой изоляции знаменитой Донецкой, но люди не могут, ничего не знают. Конечно, в России в самой пока такого не было. Но, что называется, это все временно, как говорится. Чем дальше, тем хуже все это двигается в сторону усиления этих репрессий. И когда режим будет организировать, я думаю, массовый уже террор, настоящий террор будет и в России. Как ты оцениваешь по слоям, вот это тебе уже ближе, так как ты социолог на удаленке, по слоям, без комплементарности, ты человек объективный. Вот эти релаканты, как они себя называют, люди, сбежавшие, ну давай так говорить, давай так не будем их в целом оценивать как антивоенно настроенных, потому что если я не против был бы захвата Киева, но не хочу сам за него воевать, загибнуть или чтобы мой сын гибнуть, это не антивоенно настроенные. Это просто, ну, циники, расчетливые люди, да. Вот. Есть разные, абсолютно, да. Есть люди действительно там, которые, ну, разные. Вот разложи, пожалуйста, чтобы нам понимать всем, потому что, ну, и нас смотрят в разных странах. Вот я там интервью делаю с грузинами, там, с разными людьми. Какие слои вот этого российского, в целом хорошо ли это или плохо, вот эти побеги массовые, да, кто эти люди, могут ли они представлять угрозу, какая-то их часть, может ли через них какая-то закинуться туда агентура, как их проверять, да, по каким критериям, да, вот в Латвии, например, есть анкета уже для продления вида на жительство про Крым, ну, то, что давно надо было сделать, да, про Крым, там прям написано все про войну, про кто виноват, кто напал и так далее. Вот, и кто эти люди, и что это заявление, и на пользу ли оно работает победе Украины, потому что все, что мы с тобой говорим и делаем, это для перемоги Украины, безусловно. Я могу сказать, что те люди, которых я знаю, а у меня очень многие люди уехали из России за последний год, они все люди активно, не просто антивоенно, а активно антивоенно настроены. Нет, то, что ты Более того, знаешь, я тебя тоже хорошо, знаю. тех людей, Это которые я встречал, хорошо, тех людей, которые я встречаю в Берлине, здесь, в Берлине, да, даже случайно, из тех, кто свалил, они тоже активно антивоенно настроены. Я не исключаю, конечно, что есть и те люди, которые сами не хотят воевать, но не против. Но я думаю, что, исходя из психологии россиян, вот такого плана люди, которые не против войны, они не будут убегать от этой мобилизации, они скорее пойдут. Потому что для того, чтобы убежать от мобилизации, нужно быть активную какую-то позицию иметь. Просто большинство россиян, к сожалению, не имеет никакой активной позиции, в том числе и провоенной активной позиции они не имеют. Они просто привыкли подчиняться власти. Не они эту власть выбирали, власть, в общем-то, их вот навязали. эта цифра, Игорь, я забыл тебя, это моя вина. Да. 71% типа верящих в победу России. Это, во-первых, отражает ли это плюс-минус какую-то погрешность действительность? И второе, чем обусловлено, если отражает или если не отражает? Пропагандой, там, чем, я не знаю, желанием там подстроиться, показать себя патриот, ну, как? Ну, абсолютные цифры, как я говорил много раз, невозможно их всерьез Понятно, воспринимать, потому что да. огромное количество, там 90% людей вообще не отказываются отвечать, остается меньше 10% тех, кто отвечает. Естественно, что если ты
против Путина, ты сразу напряжешься, когда тебя будут спрашивать, и откажешься. А если ты за Путина, то ты с радостью будешь отчитываться перед товарищем майором, как ты считаешь, да, который тебе звонит, а в действительности социологом или в действительности товарищем майором, который притворяется социологом. Вот, неважно. Вот, будешь отчитываться, как ты любишь Путина. Это первое. Второе. Я не утверждаю, конечно, что россияне там скрытые подпольщики какие-то, что они, значит, что-то втихаря не ругают Путина, а делают вид, что они за. Нет, конечно. Большинство людей абсолютно аполитичны и подчинены власти. Какой цифры назвать невозможно. Но все-таки, я думаю, речь идет о большинстве. Значит, подчинены власти. И тут еще есть какой момент, почему все так много так верят в победу. И, значит, это тоже важный момент. Дело в том, что в России давно уже, с нулевых точно, внедряется такая гражданская религия победобесия. Да? То есть вокруг темы победы вообще строится некая новая государственная идеология. И людям внушают, что мы страна-победитель, мы, значит, народ победим, мы всегда Мы победим. никогда не можем проиграть. Проиграем. Да. Россия Мы никогда... проигрывала огромное количество войн Да, и сражений разных да. совершенно. Да. Да, ну это, конечно, все ложь, понятно, но людям это внушается. И 9 мая это, естественно, такой праздник Рождества Победы, вот, знаешь, как Рождество Христово, а у них Рождество Победы. Россия родила, долго тужилась и родила победу. И теперь можем повторить, то есть нужно еще раз повторить и уже второе пришествие Победы, видимо, еще раз вытужиться и уже выродить какую-то такую огромную мега-победу над всем враждебным миром. И люди на это настроены. И, кстати, это в какой-то степени хорошо. Знаешь почему? Потому что когда они проиграют, и когда эта религия, вся этот культ победы, он рухнет. Это будет огромный эмоциональный стресс для победобесной части Да ну, населения. нет, они скажут, это Путин просто нас, знаете, это Брежнев, они вот, помнишь, как был Советский Союз, это вот это, как это, не олигократия, а как вот это, геронтократия, это вот потому что они старые были, а Горбачев был, просто его купили, да он и не пил, еще борьба с водкой, все так сложилось, был бы нормальный фюрер, такой высокий, белый, красивый, сказал бы там вперед, и снова мы возродимся. Мне кажется, не пройдет это само по себе, от одного Нет, ты поражения. знаешь, все-таки история по кругу-то не ходит по кругу. То есть какие-то ситуации могут повторяться, но бесконечно они могут повторяться. Бесконечно не могут повторяться. Все равно все развивается, все течет и меняется. Если вот посмотреть на историю, да, не на коротких трендах, а на длинных трендах, то меняется все, меняется абсолютно все. И в страны меняются, и народы, А, и культурные стереотипы, и, значит, правила, социальные нормы, все Игорь, абсолютно вот перед меняется. тем, как спросить у тебя, наверное, задать последний вопрос про как нам дерошизировать эту территорию с этим населением, разнонациональным, но объединенным вот этой общей идеей победобесия, превосходства русских там и внутри, и наружу, и так далее, и так далее. Ну, ты про развитие сказал, я спорить не буду, наверное, все развивается, но, наверное, люди уже не ходят в лаптях там и не вырезают ложки из пней, да? Но я вспомнил объявление, я не помню, вот у меня с датами плохо, Крымская война, какая-то была 1850 какой-то год, 850, да. 55. Объявление, я его сам видел, это объявление, факсимиле из газеты какой-то там где-то, ну, наверное, там Москва, Петербург, может, Саратов там, ну, где уже были газеты, типа горожанин там или мещанин, тогда так может обращаться, типа завяз в долгах, проблемы сопла, ну и так далее, да, ну, грубо говоря. Ну что, Лошок, ты там это проигрался там или что-то, жена недовольна? Значит, входи в состав победоносной императорской армии, пойди в Крым, забери у татарина, как они называют, значит, скот, землю, дом, орудие труда и исправь свое финансовое положение. Ну, вот и сейчас вот, в принципе, ну, не то же самое, машины, шубы, я не спорю с тобой, но просто, да, вот, как бы мотивация осталась, да, вот что должно измениться, во-первых, чтобы начались массовые протесты, а во-вторых, как дерошизировать это все, и придется тебе отвечать это все за буквально 3 минуты, вот такой я
Здорово, ну ты молодец. Да, я Задал молодец. такой вопрос, а времени на ответ не дал. Ну ничего. Слушай, это, конечно, безусловно, безумно сложное, но, скажем, неизбежно. Потому что в Российской империи в том виде, в котором она существует, в котором ее пытается возродить, да, она входит в противоречие с основными трендами развития вообще цивилизации человечества. Да, и И, уже безусловно, она не первое обречена. столетие входит в противоречие. Ну да, в значительной степени так. И, безусловно, это абсолютно обреченная империя, обреченная система, обреченная и религия эта гражданская обречена, как я уже говорил, и все эти культурные нормы, которые прививаются из поколения в поколение. Я думаю, что все это неизбежно рухнет к чертовой матери. Главное, чтобы это не слишком много людей погребло под обломками, особенно в том числе людей в Украине. И прежде всего в Украине, и то как жертве агрессии. Значит, но все это рухнет 100%. Я, кстати, хочу сказать, что новое, вот молодое там поколение, люди, которым там лет сейчас по 20, им 25 и даже меньше, они им абсолютно в подавляющем большинстве вся эта патриотическая имперская лабуда пофиг, абсолютно. Они живут совершенно в другом мире, они телевизор не смотрят, я не скажу, что они там вот такие интеллектуалы или такие, значит, борцы за свободу. Они смотрят всякую хрень тоже, но абсолютно аполитичную. Там, вот. И поэтому это будет поколение другое совершенно, и они, конечно, создадут другой совершенно мир. Какой этот мир будет, гадать сейчас не берусь. Но Они точно сами не создадут или им можно как-то в этом помочь? Вот какие коротко по пунктам методы денацификации? Давай так прям называть. Нет, я думаю, что какие кукоры? Во-первых, номенклатура должна быть уничтожена. Главная ошибка демократов, которые в 90-е годы имели Оставили шанс прийти к номенклатуру власти, всю, да. они не то, что ее оставили, они стали на нее опираться. Да. Они решили, что, о, как классно, какая у нас уже есть готовый аппарат Опытные люди, управления. Да, хозяйственники, да, на да, местах. отец Да. выстроились, я это все видел прекрасно. Когда Немцов стал губернатором, все номенклатуры, он-то был демократ и совершенно не из их среды, но все номенклатурщики выстроились абсолютно. Да, Борис Ефимович, ну, типа хозяин, ты там, да, молодец, ну, и так далее. Все абсолютно. А потом, естественно, они быстро тихим сапом опять вернулись к власти. Ну, то есть Значит, люстрация и тюрьма для полная. преступников. Да. Да, значит, все в Гаагу, часть людей в Гаагу, а часть иллюстрировать Ой, прошу прощения, третье Третье замечание, замечание. потом красную карточку получишь от меня. Да, Вот. хорошо, Да. хорошо, хорошо. Вот, значит, все это, да, это вот, уничтожение, конечно, силовых структур в том виде, в котором они сейчас есть, полное до основания, это тоже ошибка 90-х, КГБ, ФСБ, все прочее. Они что ж думали, демократы, что КГБшники теперь будут на них работать? Хорошее, Они, да, под новым да, флагом, да, да, да. да, естественно. Вот, значит, это вот, первые три вещи. И, конечно, как культурное облегчение, значит, снятие любых ограничений в культурных контактах мировых, в том числе с Западом, так чтобы и привлечение западных людей, западных специалистов, западных культур-трегеров в Россию. Это, мне кажется, тоже очень важно, потому что молодых особенно людей и так далее. Образование, изменение системы образования, начиная со школ. Потому что эти махровые учителя, эти советские абсолютно совки, которые фальсифицируют выборы, Нет, это они как... учителя это абсолютное Да, зло. Это вот да, я не знаю, откуда да. взять столько других учителей, но учителя это на 90% зло просто. На 90. Да. Ну вот, ну то есть как бы сильные перемены, как структурные, да, я сейчас не буду гадать о всяких политических субъектах, которые возникнут в будущем. Я здесь, значит, в отличие от Ходорковского и Каспарова, которые уже расписали там все учредительные собрания, там, госсоветы, бла-бла-бла, главное, что все пойдет совершенно не так. И такого не Абсолютно все бывает будет не просто. так, Да. даже Это обсуждать не просто, хочу, и да, времени это нет. артельно напрасный труд гадать, естественно, артельно напрасный труд. Да. Так что я ничего гадать здесь не буду, но, конечно, должны быть глубочайшие перемены, глубочайшие изменения. И в том числе не только Ах, политические, но и культурные. да, судьбу на этой территории и населения будут определять на самом деле без шуток. Коалиция победителей, так это было всегда. Никто преступнику не даст определять его судьбу просто после его наказания. Так не бывает ни с кем. Спасибо, дякую тобі, Ігоре. Ігор Ейдман з нами був з Берліна. Дуже цікаво, як на мене, вийшла розмова.
На все добре, Ігоре, і дякую всім глядачам телеканалу АТR за те, що дивитеся нас і підтримуєте. До нових зустрічей. Дивіться АТR далі.